Дракой закончилась сегодня попытка некоторых родителей сдать анализы в детской больнице. Самым популярным оказался кабинет, где делают соскоб. Дети орут, взрослые ругаются. Стихийные конфликты то и дело возникают возле двери в заветный кабинет. Узнать, кто последний в очереди, практически невозможно. Оказывается, тем, кто пришел сдавать кровь, еще повезло. Очередь не очень большая. Остальные стоят с детьми на руках не по одному часу. Расскажи мне, давно стоишь, да, с бабушкой? Да. Соскоб у детей берут с 8 утра. Руководство детской больницы увеличило время приема до 10 утра. К примеру, сегодня все, кто пришел сдавать соскоб, были приняты. Не повезло только 10 пациентам. Увеличить прием на несколько часов просто невозможно, потому как будет нарушен технологический прием обработки анализов. Такой ажиотаж в поликлинике возникает каждый год. Все возвращаются из отпусков, устраивают детей в садике. Мы вчера пришли в 8 часов, в 10 часов закрыли, 20 человек, было, наверное, 150 человек. Вчера человек 20 осталось, 10 часов закрыли, сказали все. И вот сегодня второй раз стоим. Да, нет, не после отпуска, мы устраиваемся в детский сад. Первоначальный у нас прием. Конечно, надо как-то, мне кажется, распределять талоны, номерки, потому что вот дают номерки, вот 2 дня, говорят, проходят эти соскоб, всего 2 дня. А детей, вот как количество детей, смотрите, какое. И принимают до 10 и все, закрывают. Сейчас в лаборатории работают на максимуме. Если в обычные дни анализы сдавать приводят до 30 детей, то сейчас около 270. Очень сильно удивило, потому что неделю назад, говорят, еще было пусто. Надо было пораньше приходить, чтобы в последний день так не толкаться. Ну да, из отпуска, поэтому. Такая ситуация возникает каждый год, но сейчас она усугубилась еще и дополнительными факторами. По предписанию Роспотребнадзора сейчас мы не можем допускать детей в дошкольные учреждения без отрицательных анализов на яйцеглист. То есть только после получения отрицательных анализов мы выписываем справку допуска детей в детский сад. Плюс к этому новый порядок прохождения медкомиссии у детей, которые впервые устраиваются в садик. Теперь надо пройти 9 специалистов и сдать 4 вида анализов. В детской больнице ожидали такого количества пациентов, но сейчас медики работают на максимуме и просят родителей вести себя корректно. Укомплектованной с детской больницы кадрами всего 43%. Тем не менее, с завтрашнего дня откроется еще один кабинет. Кроме того, сдать анализы можно будет и в дополнительный день, субботу.